Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Мы с вами на очередном занятии. И сегодня мы с вами продолжаем тему времена глагола в казахском языке. Тема сегодняшнего занятия – ауспалы келер осы шаг. Переходное будущее, настоящее время. Чтобы разобраться с нюансами данного времени, мы обратимся сначала к общей схеме времен глагола в казахском языке. Стандартно, как и в любом языке, казахский глагол может стоять в трех временах. В прошедшем – өткен шаг, в настоящем – осы шаг и в будущем – келер шаг. С точки зрения временных нюансов, казахский язык – это 9 временных форм, то есть прошедшее время представлено в 4 нюансах, настоящее в 2 и будущее в 3. В этой таблице вы видите выделенные зоны. Ауспала осы шаг и ауспала келер шаг. Почему мы разбираем это временно в одной схеме? Все очень просто. Глагол, стоящий в этой формуле, действительно может представлять настоящее время и будущее время. То есть, рассмотрим следующий пример. Бараман, глагол бараман. Мы его можем трактовать в контексте настоящего времени как хожу, потому что если это настоящее время, то это привычное, обычное ежедневное действие, которое происходит и вчера, и сегодня, и завтра. Прям привычное ежедневное действие. Иногда в предложениях вы можете встретить в предложении на русском языке дополнительное слово, которое звучит как обычно. То есть обычно означает, что действие ежедневное, привычное. И поэтому глагол бараман в контексте настоящего времени будет звучать обычно хожу. А если мы этот глагол будем рассматривать в контексте будущего времени и дополнительно поставим слово завтра, тогда этот глагол мы переведем как пойду. Хожу, пойду. Давайте возьмем слово жазаман. Как настоящее время, в контексте настоящего времени будет звучать как пишу, а в контексте будущего времени будет звучать как напишу. Как разобраться? Сейчас мы будем разбираться с этим, а прежде давайте вспомним, что любой глагол для начала мы должны любому глаголу придать исходную форму. Что такое исходная форма глагола? Это часть глагола без суффикса «у». То есть сначала мы в словаре ищем глагол. Он всегда заканчивается на суффикс «у». Простым отсечением суффикса «у» мы получаем исходную форму. Почему мы вот эту часть глагола без суффикса «у» называем исходной формой, а не корнем? Потому что это не всегда корень. В данных примерах, да, это корень. Жаз, бир, ал, димал, жұмыс. Это корневые глаголы, это корень. А в примерах келес и сөйлет в состав так называемого корня входит сам корень и суффикс. Поэтому не всегда корректно это корнем называть. Давайте будем называть это исходной формой глагола. Итак, формула следующая. К исходной форме глагола мы присоединяем суффиксы а, е и краткое. Это 3 варианта, имеющие один и тот же смысл. Подбираем мы его по закону сингармонизма. И далее после суффикса времени глагол принимает личное окончание. Тему личного окончания мы с вами разбирали, и на этом YouTube-канале есть видео с этой темой. Под этим видео, в описании под этим видео, я прикреплю ссылку на данное видео, поэтому у вас будет возможность эту тему тоже повторить. Итак, мы ставим по этой формуле любой глагол, допустим, барамын, келесің, сөйлейсіз, алада. И любой глагол мы можем трактовать и в контексте настоящего времени, и в контексте будущего времени. И в контексте настоящего времени, вот примеры, и в контексте будущего времени. То есть, как настоящее время барамын, хожу, как будущее пойду. Следующий глагол келесің. Как в контексте настоящего времени обычно прихожу, в контексте будущего времени завтра пойду. Следующий пример. Сөйлейсіз. Говорите. В контексте настоящего времени
Как мы можем трактовать глагол, как мы его должны произнести? Если мы посмотрим на дополнительное слово «обычно», тогда нам понятно. Обычно говорю, обычно прихожу, обычно хожу. А если мы видим рядом слово «завтра», то мы сразу этот глагол трактуем в контексте будущего времени. Завтра скажу. Еще пример. 4-й глагол «алада». «Алада». В контексте будущего, в контексте настоящего времени обычно тогда будет звучать «беру». А если будет дополнительное слово «завтра» в предложении, тогда мы понимаем, что этот глагол мы переведем как «возьму», «возьмет». Берет и возьмет. Глагол стоит в третьем лице. Давайте рассмотрим примеры предложений. Примеры предложений. 4 примера. Мен жұмысқа жаяу барамын. Я на работу пешком хожу. Каким образом мы можем распознать, что глагол стоит в будущем времени? Нам всегда помогают либо дополнительные слова в предложении, либо контекст предложения. Контекст предложения и в целом контекст текста. Мы никогда не разговариваем одним предложением. Участвуя в диалоге, мы всегда слышим предложение до моего предложения, предложение после. Если мы читаем текст, то обязательно до этого предложения есть какие-то предложения, и после, то есть сам контекст, сама ситуация нам намекает либо контекст, либо конкретные слова, как в этом предложении. Ертең завтра. Мен жұмысқа ертең машинамен барамын. Мы видим конкретное слово завтра. И значит, это слово мы не можем трактовать в контексте настоящего времени. Завтра прихожу. Мы не можем так сказать. Это будет однозначно завтра приду. А вот в этом предложении ни контекст, ни дополнительные слова, нет никакого намека на будущее время. И поэтому данный глагол мы переводим как, это предложение переводим в контексте настоящего времени. Мен жұмысқа жаяу барамын. Я на работу хожу пешком. Келесі мысал. Біз жексенбі сайын киноға барамыз. Данное предложение конкретно переводится в контексте настоящего времени. Мы каждое воскресенье ходим в кино. То есть здесь фрагмент предложения «каждое воскресенье» нам намекает на привычность действия, периодичность действия. То есть по-другому мы обычно в воскресенье ходим в кино. То есть вот это предложение конкретно стоит в настоящем времени. А вот это предложение мы можем трактовать и в контексте настоящего времени, и в контексте будущего времени. Сен кешке қонаққа барасың. Ты вечером в гости пойдешь. Если мы из ситуации понимаем, что действие такое имеет какую-то периодичность, тогда данное предложение мы можем перевести как «ты вечером в гости ходишь». То есть ты не днем обычно в гости ходишь, а ты вечером в гости ходишь. Если ситуация нам намекает, что действие будет в будущем произведено, то мы это предложение из контекста исходя мы можем перевести «ты вечером в гости пойдешь». Чтобы эту тему закрепить, конечно, мы с вами должны составить 10, 15, 20 предложений. Друзья мои, я вам предлагаю сделать следующую работу. Перед нами глагол «барамын». Хожу и пойду. Вы составляете несколько предложений, когда глагол переводится как «барамын», то есть в контексте настоящего времени. И также вы составляете с этим же глаголом несколько предложений, когда контекст предложения будет намекать на будущее время. То есть в предложении будут стоять слова «завтра», «скоро», «после обеда», «послезавтра». И такую работу сделать с каждым из этих слов. Келесің, приходишь, придешь, сөйлейсіз, говорите, скажете, алады, берет и возьмет. Вот такая тема. Я очень надеюсь, что вам сегодня было понятно и интересно. Если вам понравилось данное видео, конечно, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на данный канал, я предлагаю вам подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Сау болыңыздар.